Охране природы посвятили крупное совещание в Ленске. Участие в нем приняли члены правительства, представители Росрыболовства, Ростехнадзора, Департамента лесного хозяйства, а также предприятия-недропользователи. Подробности в следующем сюжете. Глава республики поставил задачу усилить работу в части охраны природы. Крупные предприятия обязаны возмещать вред, который они наносят окружающей среде. Мы на днях Государственное собрание ЛТМ рассмотрело с точки зрения усиления регионального законодательства проект закона республики об общественном экологическом контроле. Совершенствуется региональное законодательство, принимаются новые нормативные правовые акты. И республикой, ставится задача, чтобы мы до 2020 года площадь особо охраняемых природных территорий довели до 1 миллиона гектаров. Ленскому району особое внимание, ведь здесь работают крупнейшие российские предприятия-недропользователи. Регулярно проводятся проверки. За последние 5 лет их было 658, выявлено 297 нарушений. Выписаны штрафы почти на 5 миллионов рублей. В Ленском районе 45 предприятий осуществляют выбросы в атмосферу. В 2015 году было выброшено 18 тысяч тонн загрязняющих веществ. Ленский район по этому показателю занимает 3-е место в республике после Мирнинского и Нерюнгринского районов. До нынешнего года в среднем ежегодно в качестве компенсации выпускалось около 10 миллионов. И, скажем так, лимитировалось только мощностью Чернышевского завода. Нести ответственность за свою деятельность должны все. Предприятиям необходимо иметь собственную программу по охране окружающей среды. Такие, например, есть у компании «Алроса», «Тасуряхнефтедобычи», «Газпром», «Трансгастомска». Правительство продолжит следить за работой недропользователей, тем более, что 2017 год в России будет объявлен годом экологии.